Знакомьтесь, это Светлана Ротова. Она работает старшей медсестрой в Центре семейной медицины номер 7 в Бишкеке. Ежедневный ее рабочий день начинается с инфекционного контроля, то есть с уборки кабинета. Скоро подойдет врач и начнется прием пациентов. Более 600 километров от столицы, почти граница с Китаем, в Джитогусском районе Иссыкульской области, село Акшейрак. Здесь трудится коллега Светланы, семейная медсестра Фатима Ибраимова. Ее день начинается также в 8 утра, но в отличие от городских медсестер, Фатима работает самостоятельно, без врача, а подготавливать ФАП помогает санитарка. Так как же живется и работается людям одной профессии в разных частях Кыргызстана, в разных географических условиях, в городе и в селе? Поликлиника, где трудится Светлана Ротова, находится в самом центре Бишкека. Здесь с недавних пор начала работать электронная запись на прием. Многие пациенты пользуются удобствами цифровизации, и медсестра заранее знает, сколько примерно сегодня будет пациентов. Я выпишу тебе все направления, и ты утром придешь к 8 часам сюда, и я тебе все эти анализы дам. Спасибо. Врач, с которым постоянно работает Светлана, уже на месте. Прием каждого пациента длится от 5 минут до получаса, в зависимости от жалоб, необходимых манипуляций и назначений. Светлана делает нужные записи, подготавливает направления на анализы и совершает манипуляции при необходимости. Все это строго под наблюдением врача. Мы не имеем права все-таки брать функции от врача на себя. Мы не имеем просто права. Мы работаем под контролем врача. Единственное, что мы можем, это предварительное измерение давления, то есть выполнение каких-то алгоритмов и все. А дальше уже врач все-таки больше сам. В селе Акшейрак Фатима Ибраимова тоже начала прием пациентов. К слову, село совсем небольшое, менее 300 жителей. И каждого из них за 25 лет работы медсестра знает лично, помнит историю болезней. Молодежь ведет с младенческого возраста. Принимает людей она самостоятельно, врача здесь нет, а Фатима для многих почти родной человек. Доктор эже дешет мени, доктор эже апа дешет. Апа дешет, доктор апа дешет. Кичинекей балдарым болсо мен ошо доктор апа, доктор келин дешет. Ушинтип айтышат. Люди обращаются к доктору Эдже с типичными для высокогорья жалобами, давлением, проблемами сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Благо, оснащение в последнее время улучшилось. Например, этому мужчине для улучшения самочувствия нужен был кислород. Дарыгер жок, кыйын эле болот. Ар кандай шашылыш ылдыйга жеткириш керек болуп калат ооруларды. Ал учурда болсо тез жардам машинасы менен ылдыйга алып жөнөйбүз. Дарыгер врач жок, жаман эле, бирок билимибизди жогорулатып, окууга чакырып турушат райондон. Окууга арттырабыз. Бир жума болуп калды, инфекционный контроль боюнча ошо окуп келдим. В это время в Бишкеке в КСВ появляется пациент с подозрением на туберкулез. Врач экстренно назначает необходимые анализы. Дело медицинской сестры, соблюдая все необходимые санитарные нормы и требования, взять пробы. Время не ждет. Следом обход и проверка работы остальных медсестер ГСВ. Они приходят в разное время, в зависимости от графика врача. Каждой медсестре нужно дать информацию для исполнения, получить данные о пациентах для отчетов по болезням, по прививкам и так далее. Работу медсестер можно сравнить как с пчелами, которые приносят всю информацию в улей, да? Вот так же и мы. Нам дали какое-то задание, мы побежали, мы сделали, выяснили, быстро принесли информацию врачу. После обеда, когда пациенты не приходят в ФАП, Фатима Ибраимова выезжает на патронаж. Здесь есть машина, но она иногда подводит, поэтому добраться до отдаленных мест проще верхом. Жол деңиз деңгээлинен 3200 километр жогору тургандыгыбызга байланыштуу, жолдун алыстыгына байланыштуу ар кандай кээде майыбыз болбой калат, күйүүчү май жок болуп калат. Кээде болсо ал учурларда тезирээк жардам керек болот, ар кайсы жерге барыш керек болот. Чакырыктар болуп калганда ат минүүгө туура келет. Фатима Ибраимова признается, что с детства любит лошадей. Это хорошо помогает в работе.
Жить в горах вдали от города почти без связи иногда сложно, но бросать односельчан и покинуть приграничный с Китаем Акширак она даже думать об этом не хочет. Нужно лишь еще небольшие изменения, говорит семейная медсестра. Телефон иштейт биздечи, бирок интернет жок. Интернет жоктугуна байланыштуу ошо мен үчүн аябай эле оор десем болот. Бияка интернет келсе, компьютерибиз бар. Анан интернет келсе ылдый жактан баягы мисал үчүн терапевттен, гинекологдон совет алып баягы неметип турганга интернет, кабарлашып турганга интернет болсо жакшы болмок. В городе другие проблемы. Например, патронаж часто осложняется отношением населения. Люди не всегда даже открывают двери медсестрам, а с них потом руководство будет спрашивать, почему не навестили эту или другую бабушку или молодую маму с младенцем. Каждого пациента ходим, приглашаем по нескольку раз, то есть нас немножко недооценивают. То есть мы выполняем свою работу, но нас не всегда слушают. Пациенты заняты своей работой, больше отдают предпочтение своей работе, нежели когда их мы приглашаем. А если мы не выполнили эту работу, то есть пациент не пришел, нету от него отдачи, то это плохая работа с нашей стороны. То есть еще такая осталась, тенденция, что мы за каждым пациентом ходим, как будто это нам нужно, а не им нужно их здоровье. Таков один день медсестер в городе и в селе. Ежедневно рутинный, но каждый раз новый, не похожий на предыдущий, приносящий разные задачи и вызовы. И с каждой задачей медицинские сестры стараются справляться с полной отдачей. Они не жалуются на маленькую зарплату, на не всегда подходящие условия труда. Они медицинские сестры, и они рядом.